Болезнь легче предотвратить, чем вылечить. Это знают все, но мало кто следует такому совету. Выявить болезнь на ранних стадиях или определить факторы предрасположенности к ней поможет полная диспансеризация. Мадина Сагова в поликлинику пришла, чтобы самой пройти обследование, а заодно и узнать о результатах проверки своей заловки. Она у меня тяжело больная, страдает шизофренией. И врачи, когда я прихожу сюда, то они отзываются, потому что если надо будет, на дом приходят. Если нужно объяснить, объясняют. У меня никогда с ними проблем не было, чтобы там задерживались или отказывались. Не было такого. С 1 января этого года порядок прохождения полного медицинского обследования немного изменился. Анализов, которые необходимо сдать в рамках диспансеризации, стало меньше. Уже не нужно сдавать общий и биохимический анализ крови и мочи. УЗИ будет делаться только по показателям, а маммография предусмотрена пожилым женщинам. Но это не значит, что диспансеризация станет менее эффективнее. Взамен пациентам предлагают пройти бесплатное тестирование на ВИЧ-инфекцию. Более эффективно, чтобы были исследования. Не все исследования нужно вот так вот массово скрининга проводить на первом этапе. Они не все дают вот какой-то показатель, не столь информативны бывают некоторые анализы. Это и энергозатратные в плане того, что и самому человеку тоже это лишнее вот хождение по кабинетам, может быть, не все они нужны на первом этапе. Но основные исследования, которые мы всегда проводили и в ходе диспансеризации, и в ходе профилактических осмотров, они, конечно, остались. Сейчас медики уделяют еще больше внимания ранней диагностике раковых опухолей. Врачи определяют это на первом этапе диспансеризации, которая, как правило, требует 2 визита и включает в себя анкетирование, опрос для выявления инфекционных заболеваний и факторы риска. По результатам обследования специалист решит, нужно ли дальнейшее лечение пациенту. Есть такие заболевания, на которых мы должны делать акцент. То есть это хронические неинфекционные заболевания, это сахарный диабет, гипертоническая болезнь. Чтобы мы в последующем могли этих пациентов направить, если это полагается, на второй этап, и в последующем определить, не нужна ли ему более высокотехнологическая специализированная помощь. Как правило, начиная с 23-летнего возраста человек должен обследоваться раз в 3 года. Но по новым же правилам инвалиды, участники Великой Отечественной войны и других боевых действий могут пройти бесплатное обследование чаще остальных раз в год. Эти изменения собрали медработников Сужинской поликлиники в одном зале. Главврач читает лекцию о правилах организации проведения диспансеризации определенных групп взрослого населения. Это все начинается вот с нашего анкетирования. Как мы примем пациента, как мы будем проводить вот первый этап нашей диспансеризации. Не хат-сабаха заполнять таблицу, да, а заполнять ее, задавая вопросы, помогая больному сориентироваться в наших вопросах. Уже с этой анкеты больной будет уже знать, мы заинтересованы в том, чтобы выявить у него что-то, вылечить его или помочь ему не болеть. Вот давайте так будем работать, и у нас все будет хорошо, и мы будем выявлять не на 3-4 стадии наших больных онко, а на 1. Глазное давление мы теперь измеряем 60 лет. И большое значение уделили маммографии, флюорообследованию и таким социально значимым заболеваниям, как онкология, туберкулез, сахарный диабет. Активизировать эту работу мы будем пропагандировать, как бы знакомить наше население, родственников, знакомых, везде. У нас есть специальные буклеты, которые мы будем раздавать больным, которые приходят даже на прием. Или же, когда мы пойдем к ним на дом, пойдем обслуживать больного, то и их будем информировать. По обследованиям пациентам вручат паспорт здоровья. В нем указано заключение всех врачей и прописаны рекомендации для дальнейшего лечения. Жарайдат Халухоева, Хаваш Гойгов, Новости 24.